Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я Татьяна Донцова, и сегодня гость нашей студии — руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Хакасии Ксения Лебедева. Здравствуйте, Ксения Александровна. Здравствуйте. Ксения Александровна, первые дни после новогодних праздников обычно проходят, так сказать, в раскачке. Вот какие в вашем ведомстве дела перешли с прошлого года в новый, чтобы по ним принять решение в ближайшее будущее? Да, достаточно много перешло таких дел очень важных для нашей республики. В первую очередь хочется сказать о громком деле, которым мы сейчас занимаемся в части поставок угля и включения стоимости на уголь в тарифные дела и все тарифные решения, которые принимаются Государственным комитетом по тарифам энергетики, которые в конечном счете влияют на ту сумму платы, которую будут платить наши жители. Поэтому мы работаем по рассмотрению вопроса в части поставки угля, соответственно, в наши теплоснабжающие организации и включение этой стоимости в тарифные решения, в первую очередь. Во-вторых, у нас в настоящий момент стоит вопрос об увеличении стоимости пассажирских перевозок. Поступило пару заявлений у нас о том, что в городе Абакане увеличивается стоимость проезда. Мы, конечно же, будем этим в первую очередь заниматься. Кроме того, в конце 2016 года мы работали по анализу работы государственных муниципальных унитарных предприятий, о необходимости их создания и финансирования органами власти. Подготовили несколько предупреждений в органы местного самоуправления, в первую очередь в городе Абакане, о том, чтобы они пересмотрели вопросы финансирования муниципальных унитарных предприятий и, соответственно, проводили процедуры, предусмотренные законом о контрактной системе. Ждем реакции, надеемся на то, что они будут выполнены, и наши предупреждения, соответственно, будут исполнены и будут проведены конкурентные процедуры. Кроме того, в последние дни мы рассматривали несколько дел, возбужденных по признакам ограничения конкуренции на торгах. Они, к сожалению, еще не закончены до конца. Допустим, по поставке рентгенпленки мы возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции, тогда, когда заказчики писали в своих заявках одни требования. У нас органы, которые проводят процедуру размещения, самостоятельно, лично сами поменяли эти требования и потребности заказчиков на покупку этих рентгенпленок. И, соответственно, провели процедуру закупки. Уже буквально недавно мы выяснили по актам прокурорских проверок о том, что на самом деле потребности такой не было. И по материалам правоохранительных органов мы возбудили производство по делу. Сейчас мы вынуждены будем принять решение. Я думаю, к концу января уже будет окончательно его результат. К сожалению, не всегда у нас имеются материалы при рассмотрении жалоб, допустим, по закону о контрактной системе, поскольку это короткая процедура. Материалы иных, допустим, оперативно-розыскных мероприятий, прочих организаций, которые проводят параллельно какие-то контрольные проверки. Но мы в рамках этой работы заключили очень много соглашений взаимодействия с правоохранительными органами, контролирующими органами, для того, чтобы мы имели возможность в последующем все-таки каким-то образом отреагировать и принять соответствующие меры. Еще об одном деле я расскажу. Мы в конце года приняли решение по поводу увеличения стоимости угля в селе Аскиз и в Аскизском районе. Там тоже муниципальное унитарное предприятие увеличило стоимость покупки угольными предприятиями угля. Мы, соответственно, в рамках возбужденного уголовного дела в отношении директора этого муниципального унитарного предприятия провели анализ и выяснили о том, что действительно уголь покупался не у производителей и поставщиков, не, допустим, у наших предприятий, которые производят угольную продукцию, а у фирм-посредников, что в свою очередь влекло увеличение стоимости этой продукции и в конечном счете влияло на плату граждан. Еще одно дело, которое мы завершаем в начале 2017 года, это дело по Хакасскому муниципальному банку, который взимал плату в размере 40 рублей за каждый платеж налоговый. Соответственно, мы тоже посчитали, что это будут признаки нарушения антимонопольного законодательства. Буквально совсем недавно я подписала предупреждение о недопустимости нарушения законодательства для того, чтобы они рассказали, в первую очередь, в средствах массовой информации о том, что они такую плату не взимают. И условия, которые нужно соблюсти человеку, который пришел оплачивать налоги, для того, чтобы платить без 40 рублей.
То есть нужно будет подойти в определенное окошечко, которое обозначено данным банком, для того, чтобы оплатить без взимания платы вот этих вот необходимых платежей в систему «Город». Мы выдали такое предупреждение, и нам бы хотелось верить, что оно будет исполнено со стороны банка, и вот эта вот информированность для населения будет произведена. То есть это идет речь о платежах на следующий год? То есть в этом И году на мы уже следующий заплатили. год, и в этом году, ну, кто-то заплатил, а кто-то еще не заплатил. Кто-то же нарушает сроки и прочее, прочее. Поэтому нам бы хотелось, чтобы люди были проинформированы о том, как это сделать без платежей навязанных, да, и, соответственно, как это сделать в следующем году, в конце концов. Ксения Александровна, ну вот в свете последних событий с возбуждением уголовного дела по факту коррупции в сфере госзакупок, так вот, ваше ведомство, оно обязано контролировать ход государственных закупок? Да, конечно, но мы обязаны в части, если к нам поступают жалобы о нарушении закона о контрактной системе, мы обязаны проверить процедуру закупок. Соответственно, нам могут поступить жалобы на отказ, либо допуск неправомерный участника закупок, либо, соответственно, на документацию, которая была размещена. Таких жалоб к нам поступало достаточное количество. Если в целом говорить, то порядка 350 жалоб мы рассмотрели за 2016 год на данную процедуру. Из них были жалобы на медицинское оборудование и на поставку лекарственных средств. Часть из них была признана обоснованным, но хочется отметить о том, что не все полномочия затрагивают наша служба. В частности, допустим, обоснование начальной и максимальной цены контракта мы не вправе контролировать. Это абсолютно не наши полномочия, это полномочия органов финансового бюджетного надзора. Причем такие жалобы к нам поступали, их поступало 12 штук за период 2016 года. Мы их перенаправляли в эти органы финансового бюджетного надзора, на которые поступали нам ответы о том, что нарушение не установлено. Поэтому вот хочется отметить и для всех рассказать о том, что наши полномочия, к сожалению, ограничены. Поэтому мы только работаем в рамках этих полномочий, которые нам предоставлены, и выдавали соответствующие решения о признании нарушившими, в том числе по медицинскому оборудованию, по поставке лекарственных препаратов, выдавали соответствующие предписания для внесения изменений в документацию там, где это было необходимо, и комиссия считала нужным это сделать. Поэтому порядка 35% жалоб, которые к нам поступали, были обоснованными. Ксения Александровна, давайте затронем еще одно громкое дело. На этот раз вот оно касалось большинства жителей республики, оно называлось «Перетоп». Вот дело по Перетопу. Результат ваших действий. Ну, все вы помните о том, что мы приняли решение о нарушении закона о защите конкуренции. Мы посчитали, что теплоснабжающая организация нарушала здесь в части не только превышения температуры поставляемого тепла в наши дома, но и в том числе увеличили объем поставки энергетических ресурсов. Мы это решение приняли. На сегодняшний день оно еще не вступило в законную силу. Мы ждем обжалования его в судебной инстанции. Пока не поступила жалоба, но, тем не менее, оно пока в силу не вступило. А когда вступит? Через 3 месяца у нас решения наши вступают в законную силу. Но я думаю, в любом случае будет обжалование, и это будет длительный процесс рассмотрения дела судом. А в случае, если суд признает ваши доказательства обоснованными, как можно будет вернуть деньги вот за переплату? Это будет сделать очень легко. Нужно будет тому жителю, тому человеку, у которого действительно была переплата и было увеличение стоимости платы за потребленные энергоресурсы, прийти в ресурсоснабжающую организацию с нашим решением, написать соответствующее заявление для того, чтобы им вернули деньги. Вот и все. Все просто. То есть чем упрощается данная процедура? Тем, что доказывать события нарушения людям не придется. Им достаточно принести только наше решение о нарушении антимонопольного законодательства для того, чтобы им пересчитали плату. Вот и все. Но, в принципе, добросовестные управляющие компании наверняка должны будут это сделать самостоятельно. Ну, хотелось бы в это верить, на самом деле, но не всегда это случается, к сожалению, но это было бы замечательно. Ксения Александровна, а какие вот нарушения по линии вашего ведомства можно назвать злостными? Ну,
достаточно злостными нарушениями являются картельные соглашения. Это соглашения между юридическими лицами, которые являются между собой конкурентами, ну, либо индивидуальными предпринимателями. Тогда, когда они договариваются об увеличении стоимости, допустим, как это было у нас в городе Черногорске и Саяногорске, предприниматели договорились об увеличении стоимости проезда по маршрутам этих городов. Вот это достаточно злостное нарушение. Кроме того, мы выявляем достаточно много нарушений, таких нарушений на рынках, допустим, страхования, на рынках участие в торгах, как это было сделано по Золотому подвалу, мы уже так все привыкли его называть. Причем наша служба поработала там, что называется, от аннулирования процедуры закупок, обращения в суд за признанием торгов недействительным, тогда, когда в обход наших процедур и в обход нашего предписания об аннулировании процедуры договор все-таки был заключен в бумажном виде, прошел через регистрацию в уполномоченных органах. Поэтому мы узнали об этом, были вынуждены обратиться в суд за признание торгов недействительными. Суд нас поддержал, и последним решением, которое мы вынесли по делу, мы признали факт наличия сговора между хозяйствующим субъектом, который участвовал в процедуре торгов, и органом местного самоуправления. Ну, а в случае, например, если сотрудники антимонопольной службы выявляют нарушения, которые не входят в сферу ваших полномочий, что вы предпринимаете? Отказываете в возбуждении дела или направляете в другую нужную структуру? Как это происходит? Ну, согласно закону, мы обязаны направить в орган, который уполномочен этим заниматься, что мы и делали. Я вот уже сказала о том, что те обращения, которые к нам поступали по завышению стоимости на лекарственные препараты, на медицинское оборудование, мы направляли соответствующие органы, которые этим занимались. Но мы параллельно всегда просим нам направить информацию о том, какие меры были приняты этими органами. Возможно, их было недостаточно, либо нужно будет направить в какие-то иные органы. Поэтому мы стараемся отслеживать конечный результат, который получится. Ну и вот в части закупок медицинских препаратов и медицинского оборудования нам поступали ответы о том, что нарушений нет. Ксения Александровна, обозначьте, пожалуйста, круг вопросов, по которым именно к вам следует обращаться, именно в антимонопольную службу. Наша служба занимается достаточно большой круг полномочий у нас. Во-первых, это нарушение антимонопольного законодательства на различных рынках, которые у нас присутствуют. Это нарушение в части недобросовестной конкуренции, допустим. Это злоупотребление доминирующим положением. Это факты сговора между органами власти и хозяйствующими субъектами. Это сговор между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По поводу отказа, допустим, в заключении договора, либо навязывания невыгодных условий договора. Это процедуры закупок не только по 44-му закону о контрактной системе, это закупки для государственных муниципальных нужд. Кроме того, к нам также можно обращаться за рассмотрением процедуры нарушения закупок государственными муниципальными унитарными предприятиями, которые работали в рамках 223-го федерального закона. Это закупки отдельных видов юридических лиц, закупки которых были признаны обязательными, и проведение их процедуры тоже в обязательном порядке. Кроме того, это закупки, которые проводятся по порядку статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. Это тоже закупки, которые проводят, допустим, наши такие гиганты, как «Русал», Саяно-Шушенская ГЭС. То есть мы такие тоже проверки проводим. Ну, кроме того, мы занимаемся рекламой, законом о торговле, то есть в том случае, если вы увидели нарушение торговыми сетями положения закона, это тоже все к нам. То есть получается, что в основном вы все-таки работаете с фирмами и компаниями, не с частными людьми? Ну да, конечно, поскольку наша служба занимается, нас еще называют экономической прокуратурой, и мы, конечно, ориентированы больше на бизнес для того, чтобы им помогать в разрешении тех или иных вопросов, которые у них возникают, о том, чтобы им было проще, беспрепятственно работать на рынке. Кроме того, в том случае, если бывают и те дела, которые мы рассматриваем по заявлениям жителей республики, ну, тогда, когда они касаются неограниченного круга потребителей. Ну вот как получилось с делом Перетоп, несмотря на то, что у нас оппоненты говорят о том, что у нас не было полномочий, мы все-таки приняли решение, оппоненты посчитали о том, что это касается каждого человека, которое можно определить, в принципе, поименно назвать, да, они считали, что мы неправомочны это делать. Но тем не менее мы вынесли такое решение, посчитали, что это все-таки касается неопределенного круга, и вот посчитали, что полномочия как раз это наши. Посмотрим, точку здесь поставит суд. Хотелось бы верить в том, что все будет нормально, поскольку практически более 90% дел у нас, как правило, устаиваются в судах. Ну что ж, спасибо, Ксения Александровна, что пришли. Спасибо большое.